Каплю вечного огня возьму в ладонь. Знаю я, что за меня ты шла в огонь. Ты стояла до конца среди свинца, чтоб всегда была ясна моя весна. Эта песня посвящена герою Советского Союза, комсомолке Алие Молдагуловой. Хобда нева суларын сүйібізген, әсем гүлін құшаққа жиып аққу құстың бейне бір баласындай. Осенним днем в один из детских домов Ленинграда поступила смуглая 13-летняя девочка с чуть раскосыми глазами. Русские подруги стали звать ее Лией, так им было привычнее, а полное имя этой маленькой, хрупкой казашки с большими глазами на смуглом скуластом лице звучало напевно, словно прозрачный весенний ручей — Алия Молдагулова. Мы расскажем об Алие, об ее подвиге и судьбе. На счету хрупкой красавицы официально числится 78 уничтоженных рядовых и офицеров немецкой армии. Но те, кто служил с Молдагуловой, утверждают, она видела больше врагов. В честь Алии Молдагуловой назван аул Алия. До 2005 года Алпайсай в Хабдинском районе Актюбинской области Казахстана. Именем Алии Молдагуловой также названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Нур-Султане, Караганде и Актубе, несколько школ, а также корабль Министерства морского флота СССР. В редкие свободные минуты Алия писала письма своей родственнице, почти ровеснице Сапуре. Копии этих писем хранятся ныне в музее Московской средней школы номер 891, находящейся на улице Молдагуловой. В них и тоска по близким, и вера в победу. «Дорогая Сапура», начинается одно из писем. «Я буду представлять, будто живу вместе с вами, там, в родном Казахстане. О, как хочется повидаться, побывать в родном ауле, но ничего, придет час, когда мы будем праздновать нашу встречу, возвращение на родину и победу». Давайте мы сегодня с вами поговорим о том, кто кем хочет стать. Я буду гонщиком, я буду самым быстрым в мире гонщиком. Я буду дядьком Феты. А я буду балериной. А я певицей. А я буду ученым. Кем бы вы ни стали, нужно прежде всего быть просто хорошим человеком и любить свою родину. Именно благодаря этой любви мы с вами живем.